Говорю? Да, мы начали прямой эфир. Добрый день. Рада вас видеть сегодня, 2 октября, в селе Бескёль. Яков Ананьевич. Добрый день. Яков Ананьевич, вот вы сказали, я председатель постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Вот сегодня мы присутствовали в такой торжественный день. Сегодня вручили ключи 5 семьям, которые получили вот современные благоустроенные дома. Это в селе Бескёль, место сгоревшего квартала. Сегодня здесь строится 34 индивидуальных жилых домов вот, по технологии, германской технологии МХМ. Это массивные деревянные панели, называется так. Ну, в принципе, технология у нас в республике не новая. Это быстро возводимые дома, да, вот как вся страна, кстати, сегодня следит за ходом стройки, за ходом вот этих всех действий. Сегодня вот за очень короткое время строители уже 6 домов сдали. Буквально первый дом вот во вторник, да, вот у нас Ильдархан Республики приходил, вот вручал ключи, Айсен Сергеевич Николаев. И планы сегодня вот стоят 20 октября вот закончить все дома, 34 вручить людям ключи, чтобы они вошли в теплые. 15-й первоначальный срок, немножко отодвинули? Надо уточниться, да. Глава Якутии говорил про 15-е. Ну тогда 15. Но они говорят, сегодня все идут по графику, вот по строительству домов, да. С одной стороны, 5 дней, даже если неделя, там не критично, потому что сами же знаете, какой объем. Ну да, сегодня вот мы общались тут со строителями, с жителями, да. Сегодня все вроде общий язык нашли, довольны. Вот сегодня вот приезжали, кстати, тоже спонсоры, епархия якутская приезжала, вручали там подарки новоселам. Вот, ну, я очень хочу, да, чтобы вот и строители тут, некоторые строители тут, получается, даже первые, кто вступает в такие большие стройки, да, и все в итоге остались гордыми и желанием продолжить такие объекты. Вот. И жители вот научатся, как строить дома. Сегодня, в принципе, технологии вот очень простые, и они обеспечивают. Можно сделать благоустроенные индивидуальные дома, да, в каждом поселке. Сегодня не только, вот, допустим, мы построили, уехали, да, а еще, наверное, будет спецтехника. Допустим, это те же оценодационные машины, водовозки будут. Будет, наверное, предприниматель какой-нибудь работать, да, по тому же. Да, управляющие компании будут. Подвели, мы сегодня видим, вот электричество, электроэнергию полностью подвели. Высокоскоростной интернет подвели, жители очень довольны, они даже говорят, у нас интернет очень хорошо работает, связь мобильная работает тут. Вот сегодня с Феодосией Васильевной посетили школу, да, и в планах уже к 23-му году тут будут строить школу. Это уже, можно сказать, на носу. С Дмитрием Викторовичем, вот первым зампредом правительства республики, разговаривали. И в планах все стоит. Вот так. Роман Кононовичем, вот мы, в принципе, знакомы давно, Бескёль. Вот с момента газификации, вот недавно вот мы с ним общались, ну, 2 года назад, что ли. Они просили тут газифицировать квартал, молодежный квартал, да. Сегодня я узнал, что поселок развивается, население прибавляется. В школе 135 учеников, это, ну, очень хороший показатель. В садике 70 детишек ходит. Поэтому я очень надеюсь, поселок будет и дальше развиваться. Сегодня строят фермы вот, для фермеров, которые тоже сгоревшие. Да. Коротко так. Спасибо большое.